пока к выступлению готовится стрит-бенд под управлением Евгения Коченкова, я скажу несколько слов о Монке. Композитор и пианист Телониус Сфер Монк – это, пожалуй, одна из самых значительных и одновременно загадочных фигур современного джаза. Монк был принципиальным примитивистом. Он вообще в жизни очень медленно говорил и мало говорил. Он вообще считал, что жизнь – это сон. И очень жалел, когда его будили, чтобы он сыграл наконец-то на пианино. Он был всегда врагом такой выспренной виртуозности, всю жизнь хранил верность раз и навсегда избранному стилю музыки, полной больших скачков, каких-то очень нереальных, абсолютно интонационных срывов и прорывов. В историю джаза Телониус Монк вошел не только как оригинальный композитор и отец-основатель стиля бибоп, но и как первый авангардист. Вот, значит, сейчас мы услышим одну из композиций Монка, но прежде послушаем о признаках бибопа. Сегодня вы очень образованные, меня отсюда уведете. Так, значит, большая сложность по сравнению со свингом, также характерна для бибопа. Очень много импровизационности в этом стиле. Часто используется тритон, уменьшенная квинта, так называемая третья грязная нота, blue note. Он встречается в самых разных контекстах, и в мелодии, и в гармонии. Саксофон и труба здесь часто играют в одну и ту же партию, то есть в унисон играют. Возвращается в стиле бибоп от биг-бенда к небольшому составу. Для мелодики характерна такая отрывистость, обрывистая фразировка, сложная гармония используется в этом стиле. Много насыщенных септаккордов, много уменьшенных больших септаккордов. И к тому же каждый тон аккорда может быть альтерирован. И также для этого стиля характерен жесткий ритм. Акцент чаще всего на первую и третью долю такта.